Я увидел сюжет по ТНВ и заплакал. Они уже не надеялись ни на что и перестали искать и верить. Их дядя, летчик-испытатель Рубис Валеев, пропал без вести 62 года назад. В 1955 году он совершал полет близ Архангельска и на высоте 11 тысяч метров двигатель отказал. Поиски тогда не дали результатов, пилота объявили погибшим. Когда родным пришла весть о его гибели, Шамилю Галееву было всего 3 года. Я безгранично рад, что мой дядя нашелся. Услышав эту новость, всю ночь не мог спать. В голове мысли и мысли, а рано утром позвонил родне, поделился прекрасными вестями. О деталях гибели своего родственника они узнали накануне из нашего сюжета. Поисковики вышли на телеканал с просьбой найти родственников Рубиса Валеева. Обломки его самолета они нашли в июне прошлого года, а вот родственников отыскать тогда не смогли. О нем я только знаю по рассказам своей бабушки Галиевой Дины Накиповны. Вот, она говорила, что он был первоклассным летчиком, истребителем, был на хорошем счету у своего руководства. Пока неизвестно, нашли ли останки самого Рубиса. Его правнучка предполагает, что поисковики смогли найти лишь жетон. По архивам Минобороны пилоты искали в море и в болотистой местности. Возможно, он был жив, но найти не смогли. Вот муж Биби Фатымы Накип, который является как раз братом Рубиса Абы. Правнучка пилота несколько лет восстанавливала семейное древо, но так и не смогла найти ответов на главные вопросы, как погиб ее прадед. Сейчас в их семье 2 военных, они не пилоты, но знают, что Рубис был первоклассным летчиком. О нем напоминают лишь 3 фотографии в семейном альбоме. После нашего сюжета далекий образ стал ближе. Близкие хотят найти останки летчика и захоронить его на родной земле. Елена Веселова, Эльмира Шеймарданова, Ринат Сафин, ТНВ, Атнинский район.